Привет всем, дорогие друзья! Доброго времени суток! Мы продолжаем вещание передачи «Арена» в прямом эфире, где мы с вами коллегами, с нашими гостями обсуждаем самые интересные новости из мира спорта, именно из мира спорта в Кыргызстане в первую же очередь. У микрофона я, Бексултан Усиналиев. Здравствуйте! 23 августа 2013 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла решение сделать 6 апреля Всемирным днем спорта. И, пользуясь случаем, поздравляем всех любителей спорта, всех спортсменов, всех тренеров, всех людей, кто каким-то образом связан за спортом с этим вот праздничным днем. Ну и у нас, конечно, гости сегодня довольно именитые. Во-первых, это Бектур Мангиев, мастер спорта по тайскому боксу и мастер спорта международного класса по бирманскому боксу. Салам алейкум, Байке, как прибыли? Алейкум салам, алхамдулилля. Хорошо прибыли. Хорошо. Как настроение? Отлично. Отлично. Ну и еще один гость наш, это Алмаз Замиров, чемпион мира по тайскому боксу среди юниоров. Как настроение у вас? Очень хорошее. Очень хорошее. Надеюсь, прибыли, только приподнято в праздничном настроении. Конечно, я знаю, что позитивно. вы о сегодняшнем дне, о празднике спорта узнали только сейчас. Да. И пользуясь случаем, конечно, и вас тоже хотим поздравить с этим вот днем. Спасибо большое. Ну, давайте все-таки перейдем, я думаю, уже к нашей беседе. Первый такой вопрос, довольно, конечно, он будет банальным, может быть, довольно дежурным, но все же я должен его задать. Как вы пришли вообще в спорт? Вот, Бектур Байке, вы? Я в спорт как бы пришел. Ну, вырос в Карабалте. Ну, это уже, да, понятно. Понятно. Ну, там, знаете, там как бы выживание. Без выживания никак. Вот пришлось заниматься спортом, выжить. Спорт выбрал, конечно, первоначально пошел по боксу заниматься, потом на борьбе, потом как-то многие уже братаны же как-то посоветовали, уже говорили, конкретно заниматься чисто по кикбоксу, боксу. Ну, там дальше в 9 классе до 11 класса уже 6-кратным чемпионом 6 видов спорта стал. По 6 видам спорта? Да, а вот 6. по каким именно? Кикбокс, тайбокс, рукопашный бой, косики карате еще вышел, кулату, там еще был. Ушисан, да. Ушисан, да. Да, 6 видов. То есть по 6 видам спорта вы смогли стать чемпионом Кыргызстана? Да, конечно. Вот, получается, в 9 классе пошел в спорт до 11 класса. Отлично. А вот, понятное дело, виды спорта довольно экзотичны для нашей страны. Карате, тот же, может быть, и муай-тай, и бирманский бокс. А вот в бирманский бокс как вы пришли вообще? Бирманский бокс, мы сначала, у нас не было бирманский бокс. У нас не было бирманский бокс. Мы слышали об этом. Наш тренер всегда бегал за этим, как бы, федерация, да? Потом сперва нас приглашали в Москву. Ну, там, честно говоря, там пошли, там сначала выступали по тайскому боксу. Сначала себе показали, ну, потом по бирманскому боксу уже конкретно решили заниматься. Пошло где-то неделю, да? Неделю занимались, потом вышли по бирманскому боксу и сразу же чемпионом стали по Москве. Как раз такой вид спорта был очень жестокий. Ой, сам боялся. Первый раз выступал, жестокий очень. Очень жестокий спорта. Ну, потом пошло уже. Чемпион Азии, чемпион Евразии, чемпион Центральной Азии по бирманскому боксу. Ну, вот здесь у нас много кубков, много, Да. 2 пояса есть. Это 2 пояса. Да, это в 2014 году тоже в Центральной Азии дрался, выиграл. По бирманскому боксу? По бирманскому боксу, да. Конечно, это нелегко так досталось. Сломанной рукой. Сломанной рукой. А где проходил турнир? Это Стронги был. У нас здесь? Да, у нас в Бишкеке проводили. Сколько сторон участвовало? Там участвовал 8 соперников, да. 8 моей соперников. Категории, да, 70 и 71 килограмм. А это второй пояс уже чемпион тоже Центральной Азии по бирманскому боксу. Тоже наш проходил? Да, тоже у нас. Это в 2016 году. Вот выиграл. Отлично. А вот, Алмаз, ты вот как пришел в тайский бокс? Я пришел в тайский бокс, потому что мой дядя это тренер наш. Я с ним, я брал у него пример. Я вместе с отцом, когда он приехал, он тогда работал в Москве. Он к нам приехал на месяц, я вместе с ним уехал, я там в Москве начал заниматься.
Я там уже с Бектуройкой и всеми остальными познакомился. Я там выступал потихоньку. Мы сначала по тайскому, как говорил Бектуройке, мы сначала по тайскому выступали. Потом потихоньку на бирманский стали переходить. Да? Да. Потом мы стали там чемпионами Москвы, России, Центральной Азии, Кыргызстана. Все так потихоньку началось. Это уже как бы в жизнь вошло у меня. И стало интересно, занимался Да, уже? конечно. Как бы это уже часть моей жизни, уже заниматься спортом. Отлично. А вот у меня вопрос уже к вам обоим. Вот почему именно вот такие вот виды единоборств? Ну, муай-тай, бирманский бокс, они чем-то похожи, понятное дело. Но вот у нас в Кыргызстане во многом занимаются, борьбой занимаются, у нас Вольной, дзюдо да. занимаются, вольной, греко-римской, неважно. Но вот все-таки вы пошли в вид спорта, который у нас в стране не так уж и популярен, но, тем не менее, вы успели добиться больших высот. Почему именно вот данный вид спорта, данные виды спорта? Данный вид спорта, потому что это очень жестокий спорт. Очень, очень мощный. Кровотечение там. А вам это нравится, да? Да, вот то, что самое, да, чисто. И на улице можно тоже. Ну, не всем советую, конечно. Ну, желательно поднимать наш кыргызстанский флаг. Впереди только очень много ждет. Очень. Я знаю, что у вас прозвище Кобра. Да. И как это прозвище у вас появилось вообще? Ну, это тогда мне 17 лет был. Маленький был. Тогда чемпионат Евразии был. Здесь у нас в Сырке. С России приехали, из Таджикистана, Узбекистан, со всеми. Евразия. Тогда я 17, как-то молодой еще. Надо было псевдоним придумать. Я думал, как-то придумать, что, как входить. Пацаны тут, ну, ты же Кобра, давай. И давай, да? И давай, пошло, Кобра. Тогда за 47 секунд свой соперника выиграл. С удушающим приемом досрочно. Но тогда еще тренер Емельяненко приехал сюда. Он вручил мне чисто за лучшую грамоту, за лучший технический Нокаут. Да. Просто это к чему? Вот, когда я вот общался с людьми, знаете, вы Бектура Мангиева, во многом люди узнавали вас именно по прозвищу. Вот Бектур Кобра, поэтому я говорю. А у тебя, кстати, есть прозвище? Не, Пока что не выбрал, да? нет еще. Пока что не выбрал. Хорошо. А вот главное различие вот бирманского бокса в чем? Ну, понятно же, очень жестокий вид спорта, мы это уже поняли. А в чем еще, может быть, в каких-то там технических планах? В технических планах там можно во многом броски делаются. И там можно бы добавлять головой удар. А в тайском это практически запрещено. А удары головой еще есть? И там еще плюс в профессиональных боях в тайском боксе они с перчатками выходят. А в бирманском у них либо бинты на руках, либо канаты. И дерутся без боковых судей. И их никто не судит, пока кто-нибудь не упал до конца. Если кто-то упадет в нокаут, им дается минута, чтобы они пришли в себя. И дальше дерутся, пока кто-нибудь окончательно не упал. Вот то есть там можно жестоко, сдаться? да. То есть, Да, конечно. Сначала ты дерешься, как бы, выходят два соперника тоже. Дерется до последнего боя. Если ты не можешь дальше бой продолжать, ну, как бы секунда вкидывает там полотенце, и бой автоматически останавливается. То есть бой вообще идет вообще без судей, либо судья все-таки есть? Без боковых судей. Без боковых. Без боковых, да. А то есть на ринге есть, да? Рефери есть на ринге, и главный судья там сидит. Рефери есть, конечно. Отлично. Ну, без рефери как? Но обычно вот, все бои боковые судьи решают, кто победитель или нет. 3 боковых судьи всегда есть. Они вот решают, да. Сколько времени идет один бой? Вот, Один бой так, один раунд 5 минут вроде бы идет. 5 минут? 5 минут, либо 3 минуты. Ага, а сколько раундов? 5. 5 раундов? Да. Ну, то есть до конца никто не выживает, скорее всего. Да, не выживает здесь, выживает. Вы выжили. В основном все нокаутами падают. В основном, да? Да. А вот, если смотрите, в мире сколько стран увлечены этим видом спорта, именно бирманским боксом? Много, очень много. Очень много, да. Очень много. Европейцы сейчас заинтересованы друг другом. Сейчас они как бы этот бирманский бокс хотят продвигать вперед, да, только вот уже почти Кыргызстан уже все знает уже. Да. У нас есть бирманский бокс, и нас как бы уже приглашают уже. Вот скоро вот чемпионат мира поедем. Она состоится в мае с 4 по 9. Давайте об этом поговорим тогда, раз уже затронули. А где состоится чемпионат мира? Вот, Нижний Новгород. В России. Да, в России. Да. 4 вот 2 мая улетаем, 3 там, 4 взвешивание будет. А потом уже бои уже начнутся, соревнования начнутся. Как идут подготовки сейчас? Подготовки очень хорошо идут, нас хорошо гоняют.
Подготовка очень тяжелая приходится нам. Мы все это делаем, очень же, как бы сказать, трудные тренировки у нас проходят. Необычные у нас усиленные тренировки проходят. Да, усиленные очень. Надо готовиться всегда. Ну, Без понятное подготовки. дело. А вот вы сейчас, может быть, знаете своих оппонентов главных? Вот, например, тут вы, Бектур. Ну, как Партнеры своих, да, то есть оппонентов. знаем, конечно, как не знать. С ними, наверное, встречались много раз уже Да нет, не встречались, но этот раз встретимся больше всего. и выиграем, надеюсь. Да, конечно, выиграем. Только цель, чтобы выиграть туда. А вот план, вот выиграем чемпионат мира, что дальше там может будет? Может быть, еще есть какие-то межконтинентальные там какие-то турниры? Конечно, вот, как раз недавно прошел, 19 марта прошло турнир Микселат, это уже профессиональные бои, где там все разрешено, как в ММА. Мы сейчас там отборочные прошли, мы выиграли, вот Буирса в июне будет, у нас уже, мы отборную прошли, в июне у нас ждем приглашения от них, Уже есть. от Сингапура да, уже есть. Мы уже туда потихоньку тоже будем готовиться уже. То есть турнир за турниром уже будет Да. в этом году? Только вперед, только настроиться. Ага, а вот вперед. в 2016 году какие были турниры, в которых вы принимали участие? Вот я вот... Вот Два в пояса. 2016 году, да, вот этот пояс выиграли. Ага, В 2016 году ага. вот пояс этот выиграл, а это в 2014 году уже. Ага. И в 2016-м ВЭФ тоже, Selection. Вы в Selection выиграли, Да. ага. Да. У Руслана Хадырмышева, который... Да, проводится здесь. Мгм. Еще куда съездили? Даже забыл уже. Даже забыли. А вот ты в 2016 году... В 2016 я особенно не выходил, я только в Кыргызстане выходил. В Кыргызстане. На такие Центральная Азия, Пока молодой еще. Кыргызстан, Республика. Да, пока молодой еще. А вот в бирманском боксе делится в различные категории, например? Обязательно, Взрослые, обязательно делится. Обязательно. Без этого никак. И весовые категории тоже. Да, самое. обязательно. свои, Как да. в Сколько тайском категорий также, есть да. весовых? Весовых категорий, так, 24 самые маленькие это с 6 до 9 лет, с 20 килограмм начинается. Достигал. Да. То есть уже дети занимаются бирманским боксом, то есть 6 да. лет уже, да? Да, можно. Можно. А сколько это опасно вообще для детей? Да не опасно. Это, Да, наоборот, им хорошо. Им же будет урок, потому что они сами уже крепчеют, сами же урок получают. Если кто где-нибудь они подерутся, уже знают, как уже за себя могут постоять. Как бы это уже для себя самооборона будет. Мгм. Тайцы, они с детства, у нас специальная школа есть, они малыши отдают в школу. Как в школу, да? То же самое у них, Да, да? то же Да. самое. Школу отдают также. Тайским боксом заниматься. Они как бы в это занимаются и учатся одновременно. И дальше уже бои уже выступают, уже выигрывают. В этом они выживают. В основном, Тайцы. да, спортсмены в Бирме и в Таиланде, они вот, с профессиональными боями за счет них выживают. Потому что там уже, когда профессиональные бои происходят, там уже ставка на них есть. Рейтинговые бои будут. За счет этих они зарабатывают на себе жизнь. Отлично. А вот если вот в ММА есть всемирный портал Шердок, а вот здесь есть ли такой портал, например, Да, и есть. рейтинг какой-нибудь бойцов? У нас есть, конечно, Шердок. Вот Микселат вот открылся. Вот недавно отборочный турнир был как раз в Малайзии был. Там открыли уже Шердок. Хорошо уже продвигается. И в бирманском боксе тоже. То же самое. Да, по Шердоку. У нас особенно, когда бой выигрываешь, ну, со стороны там тренер же добавляет Шердок. И приглашает, как бы, знаменитых бойцов уже. Ну, отлично. И дальше контракт, дальше твое имя. Отлично. А вот у нас в Решает. Кыргызстане вот сколько есть школ, либо залов, которые занимаются этим видом спорта? По бирманскому боксу? Да, бирманский бокс. Да, у нас Бирманскую- в городе есть, и в Карабалте. Ну, В сейчас Тахмаке, Кемине есть. почти везде сейчас уже есть. То есть в Высокуле. Чуйской области в основном? Да, в Чуйской области. В основном, да, в Чуйской области. Есть и Высокуле, есть, Ваше есть. Вот, позавчера, да, отборочный турнир проводили. Уже все уже участники, уже 300 человек был А участников. больше турнир куда? После турнира вот чемпионат. После чемпионат как раз мира. отборочный турнир был на чемпионат мира. А вот как он проходил вообще? Вот давайте об этом поговорим. Турнир. Он проходил очень хорошо, там Сколько участников было? участников где-то 300, даже может участников. больше, да, чуть. Он проходил хорошо, но официально там с 12-13 лет начинается чемпионат мира. Но мы там добавили 6-9 лет, от 10-11. Все очень хорошо прошло. Все было, мы там 3 дня были. Первый день отборочный, второй день полуфиналы и финальные бои. Самые зрелищные были, это уже финальные бои были. Там могут на чемпионат мира пойти и первые, как и первые места, и вторые места могут поехать. Уже
Определить. Например, может быть, да. Если тот выиграл, вот, например, в такой какой-то весовой категории, который первое место выиграл, он может травму получить. А вместо него может второе место Заменить может поехать. Такое часто бывает. Да, часто бывает. Некоторые по домашним делам, может быть, где-то ногу сломал, где-то травму получил, очень серьезную могут быть. Отлично. А где проходил этот отбор? Отборы там во дворце спорта проходило. А вот хорошо. А сколько спортсменов с Кыргызстана отобрались на чемпионат мира? В общем, 40. Так, Да, 40 будет? 40-50 где-то 50 может быть. То есть много это? Да, много. Да, много. Это много. Ну, думаю, не все могут поехать, не все смогут себе позволить. Потому что нас никто не финансирует, мы сами себе на дорогу средства, находим. Да, средства на себя, сами на себя находим. Я точно так же в Таиланд ездил, сам находил деньги. Мгм. И участвовал? Да, он участвовал. На чемпионате мира Тогда даже? Да. 14 лет был, да? 14 лет 14 он лет. поехал в Таиланд, Бангкок. Чемпионат мира поехал. И как раз юниор, по юниору выступал, он чемпион мира стал. А тогда 14 лет был. 14 тебе было? Я по своей весовой категории 48 ехал, 14 лет. Там были уже кадеты, там только в корпус разрешалось бить рукой и ногой, и в ноги, в голову не разрешалось. Я в полуфинале проиграл, я думал, уже третье место получил, все. Потом тренер пришел и договорился, там из Швеции какой-то спортсмен опоздал, я с ним вышел на 16-17 лет. И И тогда я с ним, заменил. да, другого финалиста? да, И смог выиграть Да. спортсмена, который старше тебя уже? да. И как турнир вообще прошел? Вот, сколько человек поехало вместе с тобой? Вместе со мной так где-то 10-12 человек поехало. Не, у нас в общем 10-11 человек было. Для спортсмена? Да, спортсмену в общем. Ага. А тренер у вас один был? Да, тренер один был. Мгм. И, получается, только ты взял чемпионство? Нет. То есть, либо были еще ребята из Кыргызстана? Еще были ребята, еще вместе со мной еще двое взяли первые места. Мгм. В особенности я другого забыл имя, но одного помню, его зовут Вавилов Александр. Он сначала по любительской проиграл, потом на полупрофессиональный вышел и оттуда уже с поясом вернулся домой. С поясом вернулся и выиграл. Так, 3 бронзовых или 4 бронзовых, 2 серебряных и остальные уже золото. То есть медалей очень много было? Да, было много. А вот, по вашим словам, я понял, что у нас бирманский бокс довольно развитый вид спорта. Да. У нас есть чемпионы мира по юниорам, даже чемпиона Евразии есть. Если сравнивать с нашими соседями, с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, вот наш уровень именно бирманского бокса, какой он? Мы выше стоим, либо как? Выше. Конечно, очень выше Да. стоит. А если СНГ брать, ну ладно. СНГ тоже. А СНГ тоже? Да. Поэтому через отбор прошли, и 4 мая будет настоящая битва, да, там на мировой уже уровень. Сколько вот стран будет на чемпионате мира, вот, который будет в Новгороде, Почти много будет, очень много будет выступать. Да, это еще зависит, они приедут ли или нет. Мгм. Вот, например, Мировой уже. То же самое, сколько бойцов ты должен победить, чтобы стать чемпионом мира вот там уже? Вот. Ну, там зависит от Зависит, весовой да, от категории. Высокая- вот Да. у вас, по-моему, высокая категория довольно популярная, Да, наверное. 70 килограмм очень Много, наверное. Да, там много. Где-то 10 человек. Должен бой, выиграть. я бой должен вести где-то 4 боя, да, до финала. Мгм. 4 боя ожидает. А вот в сколько дней будет проходить? Каждый день один бой. 4 или 5 дней будет проходить. Мгм. И будет каждый день утром взвешивание. Каждый день утром? Да, раз. утром каждый день взвешивание будет. Мгм. Отлично. Я знаю, что, Виктор, вы еще являетесь чемпионом по К1, это кикбоксинг, еще по многим видам спорта. Вот если брать в техническом плане, вот какой вид спорта все-таки труднее вам удался? Труднее удался бирманский бокс. Бирманский бокс. Да, очень трудный. Там можно головой работать. Не ожидаешь, действительно неожиданный удар. Вот в клинче, когда идет, клинчуешь соперника, и тут тебя на головой. Неожиданный удар, и это очень неожиданный. Локтями, коленки, все включено. Как бы. Полупрогибы, Полупрогиб есть зацепы. еще. Мгм. Даже бывали у нас турнирах случаи, Остальные что хорошо. Остальные все было Остальные нормально. легко, как спорт. Но все же выбрали бирманский. Да. Но я знаю, что вы еще участвуете в ММА. Да, и ММА. Вот
когда мы Астану съездили, там был Панкратион. Тоже выступали, выиграли ту весовую категорию 75-70 килограмм. И бывало время, чтобы один день заканчивать бой досрочно. В один день 3 боя провел. 3-4 дня, да. Подряд. А у тебя были ли, может быть, мысли о том, чтобы перейти, может быть, в ММА? В бои без правил уже. Готовим. Ну, понятно, что борьба с боксом, да. я думаю, еще кровожаднее, чем вообще ММА, потому что... Готовим он тоже Да, скоро. готовим. После чемпионата Готовимся мира. тихо, да. Но у нас клуб называется «Универсал». Мы стараемся на все виды выходить. Приобщаться, как бы, забыл это слово. То есть заниматься любым видом спорта, чтобы там уже достигать успехов, да? Да, конечно. Нас тренер пытается на другие тоже виды спорта протолкнуть, чтобы мы тоже там выходили, адаптировались. Вот так потихоньку будем тоже Виксела готовиться. тоже почти уже Как без ММА, правил да. уже. Как Ну ММА, да. да. Да, One там FC. все удары на земле тоже. Там локтями можно, в клинче можно, и в партере головой, и локтем можно, короче, без правил, да, настоящий. Там можно есть, ну, как раз То есть это в июне поедем туда. просто драка, немножко правила есть, но как бы драка уже идет. Да. Да. А в основном ММА нет уже, локоть без локтей работает. Да. И головой нельзя бить. Да, Да. там можно А работать. это только вы все разрешено. Да. Ну вот такой вопрос, вот вы сказали о One FC, мы знаем, что вы подписали контракт с самой крупной компанией промоутерской в Азии, One Championship, которая называется. Как вы туда вообще попали? Интересно очень. Ну, у нас тоже, как бы, никто, ну, у нас не было, у нас только в мечтах было, да, туда попасть. На самом деле, ну, желание у всех бойцов есть туда попасть. Ну, трудно попасть туда, да. А специально оттуда приехали, их интерес был. К вам уже? Да, их интерес, что приехали сюда, как бы посмотрели на наших бойцов, ну, наши тренеры уже. Кыргызстан, в общем, они только один раз были. Там еще снега нету. Как бы, в общем, приехали и хотели вот открыть свой клуб здесь, Миксилат. Они как бы хотели совместно работать с кыргызстанцами. Как раз открытый турнир проводили, не получается, отбор прошли. И там уже таджики много, узбеки выступают в основном. Да, там таджики есть, Да, сингапурцы, Малайзия, из Малайзии все выступают. Поэтому они специально приехали оценить наших бойцов. Ну, как бы уже нормально. Один кыргызстанский боец там все-таки есть. Есть, Телек Батыров. Есть, да. Но, по-моему, все-таки расторг контракт. Ну, как бы он один бой Да, он провел один бой. провел там, с и Морайсом проиграл, ну, как бы, ну, сейчас ему не дает сейчас. Должны поставить уже. Но не Как бы дают, да? Не дают, да, вообще шансов не дают. Если шанс дал бы, ну, в общем, хорошо, в общем, за Кыргызстан. Вы с ним знакомы? Да, знакомы. Вот, Очень, что очень он, хорошо. как он вот, комментирует эту ситуацию? Ему не дают бой вообще уже долгое время. Он очень хорошо работает. Он в партере очень хорошо работает и в стойках, да. Он на этот раз сам отдался. Они же в основном уже борются хорошо, и удушения у них очень жесткие. А так выигрывал. Он в Москве знакомым. Да, он тоже с Москвы. Да, когда в Москве были, ну тогда в 2007-2008 году были в Москве. Виктор, у нас, кстати, звонок есть в студии, давайте Давай ответим. ответим. Алло, здравствуйте, вы в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Азат, я земляк, вот я с Карабалты, Биктура. Хотел бы спросить, во-первых, хочу поблагодарить Биктура, то, что помогает вот так нашему городу развиваться, спорт развивать в городе Карабалта. Спасибо, И хотелось бы, кроме благодарности, спросить, сколько еще вот будем видеть Биктура в бирманском боксе, в тайском боксе, или же вот какие-то планы есть в будущем, может быть, перейдет куда-нибудь в другой вид спорта. Спасибо. Спасибо большое. Во-первых, салам Карабалту, в общем. Ну, планов много, очень много. Потому что вот скоро чемпионат мира поедем, как слышали. Потом в Малайзию, Индонезию поедем. Пока мы по бирманскому боксу. А в Индонезию по Миксилат. Там уже бои без правил. А там дальше видно будет. Ну, будем продолжать пока настрой только вперед. Хорошо. Поднимать наш кыргызстанский флаг, да?
Конечно. Давайте вернемся все-таки к теме One FC. Я знаю, что в июне уже вы должны провести первый бой. Да, первый. Буйырса. Будешь, ну, с кем бой? Пока что не Пока тренеры наши не говорят об этом. Пока не говорят Да, об этом. лучше пускай ничего не говорит. Мы будем настырно готовиться к этому бою. Ну, потом видно будет. Главное, чтобы не прогорели. Да. И вот такая к вам просьба, Бектур. Вот, я знаю, что вот Терек Батыров проиграл своему оппоненту Мораесу из-за того, что он все-таки не был подготовлен к этому бою. Потому что, как стало известно, ну, у Мораеса должен был быть бой с другим оппонентом, но его сменили, там предложили Телеку, пусть ты выйди. Ну, а он вышел и проиграл. Да. Вот я хочу, чтобы вы такого не делали. Нет. Да, не такого подменяли шанса. кого-то. Не дадим такого шанса. Да. Ну, у нас по контракту сперва идет. И соперника мы знаем уже. Сами знаем. Мы пока тренер наш сказал. Не говорите? Не говорить никому пока. Ну, Вот сейчас- пока не победим, не будем говорить. Вот после победы, конечно. Отлично. Ну, мы желаем, чтобы вы выиграли One FC с обладателем кубкового, то есть пояса One FC. Через, может быть, годик, опять же, вот еще один пояс добавился здесь уже с чемпионством One Championship. Но потом уже, может быть, в UFC Да. попробуем, да? Да, там оттуда видно будет. Оттуда видно Оттуда, наоборот, будет. легче будет туда попасть. Да. Обязательно. Легче Всё будет. идет. Отлично. Ну, такой вопрос, вот как проходят тренировки, вот, Майта, если вот отдаляться от темы One FC. Вот тренировки по бирманскому боксу, они отличаются от других видов спорта? Например? Конечно. Как вот, например, начинается тренировка обычная? Бирманский бокс. Как обычно, с пробежки начинается все обычно. Разминка. Да, разминка. Покажешь, может. Пару приемов. Здесь не надо, здесь не надо. Да. Ну, обычные тренировки, обычные, ну, там просто жесткие, трудновато. Трудно, потому что локтями работаем, головой работаем. Набиваем все. Набиваем. Очень жестко. Тачим, как бы можно сказать. Вот отличается. А вот как влияет на тренировки бирманским боксом на обычную обыденную жизнь? На обыденную жизнь, потому что когда тренируешься, там уже ты уже физически, духовно сам уже поднимаешься, уже знаешь, можешь за себя поставить, уже мысли такое приходят. Вот ты уже как бы вот эти все жиры, все уходят, ты сухим становишься. Все, в форму приходишь. Да. Железным человеком, можно сказать. Ну, как бы для кого, как некоторые приходят для себя, некоторые просто играют, чтобы время протянуть. Но кто хочет заниматься, он остается, занимается усердно. Это уже будет видно. Как часто проходит тренировки? Каждый день? Либо... Каждый день, в день 2 раза. Сейчас мы 2 раза готовимся. даже, ну, Утром, да, усиленные вечером тренировки. усиленные тренировки сейчас проводим, потому Каждый что день чемпионат тренируемся. мира же готовимся. А так, если такие соревнования, ну, в день 1 раз только. Понятно. Вот что вот самое трудное в бирманском боксе? Самое трудное. Вот пришел парень, например, просто заняться бирманским боксом, ему стало интересно, ну, услышал такой вот вид спорта, захотел поинтересоваться, там, потренироваться, что это такое. Вот первая трудность, которую он будет испытывать. Трудности всегда есть. У всех тренировок, у всех спорта есть трудность. Без труда нет тоже. Как бы надо себя заставить, надо готовиться сперва. Как пришел в зал, ну, морально ты же готовиться приходишь. И как бы желание должен быть. Сперва желание, потом потихонечку, ну, сразу не будем гонять его, конечно, потихонечку с новичками будем поставить, будем расти его потихонечку. А так, раз поставил с профессиональными, они сразу ломаются и уходят, больше в зале не приходят. Не приходят. Отлично. Виктор Алмаз, у нас есть видео боя Виктора Мангиева. Давайте посмотрим и вместе прокомментируем, попробуем. Хорошо. А это Павел Микслав, да, который недавно был? Недавно. Кто проходил у нас в Бишкеке. Да, да. Отбор Стронгин. Малайзии. Оппонент кто был? Казахстана. Понятно, Казахстан, да. Он еще молодой, он Чемпион Казахстана. Чемпион по микс-селату тоже. Очень жестокий бой. Да, очень жесткий был бой. Было трудно, видно. Отрезали. Он ростом больше вас, Больше, да? да, метр 86. 86. Да. 70 килограмм. пока еще неопытный, он еще молодой, вырастет.
Ужасти. Ломаем всех. Да. Мы как узнали, ему 18 лет. А 18 все-таки, Да. да? А. Ну, пока молодой еще, хороший пес. Ничего, на ошибках учится. Ну и, собственно, вы этот бой выиграли и были отобраны дальше. Да. Итак, этот бой. Этот по это бирманскому боксу. по бирманскому боксу уже? Да, да. Этот за звание чемпиона Центральной Азии. Кто в 2014 году проходил. Да, в котором мы взяли Да, да, пояс. Да, пояс. Давайте здесь попробуем прокомментировать. Вот тут первые действия ваши. Это тогда рука еще сломанная была. А еще сломанная рука была. Сломанная руками уже. Что видишь, вот не могу уже терпеть уже как бы боль. Всегда продвигаюсь вперед только, чтобы он атаковал меня. Правая или левая была Правая. сломана? Правая. Право сломанная. Вы еще правша. Да. Чуть тяжелее, конечно. Обманул здесь коленками. И удар здесь. И локтем сверху вниз. Конкретно неожиданный удар. Но он, видно, не был готов к этому. Вы еще сломанной рукой его ударили. Да. Да, да. Но потом после чемпионата, насколько вот эта травма сказывалась, может, на О. тренировках? Конечно, сразу же, после этого боя сразу поехал в больницу. Пацаны отвезли меня в 4-м горбольницу. Там уже делали, уже как бы операция. Ну, 7 месяцев уже без тренировки, как бы, без тренировки, короче, дома лежал, отдыхал, да, как бы. Пока рука не руками. восстановилась. Это финальная Да, это финальный бой. Да, это уже профессиональный бой. Там только один бой, по одному бою там профессиональный бой проходит. Ну вот как мы видим, здесь вы Здесь соперники, блин, высокие. да, высокие все Да, были. очень высокие. Да, в основном так попадается. А вот насколько тяжело вот с Вот, видишь, высокими ногами? Не могу даже стоять там на месте, блин. Вот в этот момент вот боль, наверное, была в Да, руке, боль, ну, конечно, наверное, не вот. чувствовали ее, потому Даже что... показываю его, даже там боль, конечно, чувствуешь, но терпимо же. Лишь бы поезд забрать и сразу уехать. Понятное дело. Вот какие были ощущения все-таки именно после этой вот победы? После этого Скольких вы оппонентов выиграли? 8, по-моему, да? 8, да, это 8-й уже, финал. Это 8-й. Да. Ваш оппонент был. Тоже боец из Казахстана? Не, забыл, откуда он. Вот Ну, так, журналисты говорят. неважно Видишь, было. да. Лишь бы Да, лишь бы победить. победить. Мгм. А вот к этому турниру вы тоже готовились, как вот сейчас, например, усиленно? Либо как обыденно просто? Как обычно так же. Так обычно А готовились? сейчас в миру очень хорошо готовят наш тренер. Да. Очень, уже пахаем уже. Все-таки Лишь бы поспать время дается у нас. А так очень тяжело. Отлично. Вот вопрос такой, подходит ли муай-тай, ну, либо бирманский бокс для самозащиты на улице вот, без оружия? Да. Конечно, да, подходит. Были такие случаи, например? Конечно, бывает же. Было. Очень много попадает. Мгм. То, особенно сейчас много. Ну, сейчас неспокойное время все-таки. Да. Сейчас невозможно. Даже нормально ходишь, сами уже лезть уже как бы Да. придется уже. Ну, никого не трогаем, конечно. Ну, это главное, конечно. Да. да. То есть, Вот сколько времени нужно, чтобы вот поистине овладеть этим вот? Ну, пока сейчас мы говорим, конечно, о бирманском боксе, давайте все-таки об этом поговорим. Сколько времени нужно, чтобы вот на 100% овладеть этим видом единоборств? Думаю, очень много времени потребует. 10 Потому год уже что, пошло, да. что у меня. Потому что с каждыми годами опыт потихоньку приходит. Опыта набираешься с каждым годом. Ну, и, 2 года нормально. 2 года. да, чтобы так поверхность нормально, как нормально. Да, это база так, нужна, я думаю, да, Сергей? Да. Да. Очень. Еще другие Обязательно. виды спорта, которые, ну, Обязательно. Ручки должны работать хорошо, коленки должны хорошо работать. Головой больше оценивается, когда Да. дерешься больше головой, очки считается. Самое много считается. серьезно? Самое Да. много считается головой. У нас в турнире тоже бывали случаи, когда от головы в нокаут уходили. мгм. Помню, когда Бек Тройка вот этот пояс получил, там на 63 или 60 килограмм, как раз моих возрастов. Они друг друга головой били, оба же в нокаут ушли одновременно. Ужас. Все поразились, почему так. Хоть в голове были шлемы, но они как-то удары прошли. Больше даются очки головой. Мгм.
Вот по точности, либо по силе удара удается? Да не, нету разницы. Клинчуешь и Главное, попал. больше количество. Удар считает. Раз, два, три, четыре, уже очки считает уже. А вот такой вопрос, вот в ММА, когда в боях без правил, вот в клинче стоите, не хотите ли вот так его... Да, головой порой так хочется, ударить? иногда, конечно, уже все совместно. Работаешь левой рукой уже, головой, когда клинчуешь, особенно когда клинчи, уже в зале уже тренируешься, уже привык к этому уже головой бить. Конечно. Ну, конечно, хочется забить, но по правилам нельзя. Сдерживаешься. Сдерживаешься. А вот как вы вот сдерживаете свои эмоции во время боя? Либо вообще не сдерживаете? Да не, как мы уже привыкли, Сдерживаем, уже. так, привыкли, Ладно, так, вы вот, спокойно. когда вот, например, после бирманского бокса, ну, через месяц турнир у вас, ну, по боям без правил, так скажем, как вы сдерживаетесь, чтобы там не ударить локтем, не ударить головой? Смотришь оппонента, соперника, смотришь, как бы работаешь, ну, конечно, держишься, локоть, все, чтобы не травмировать, чтобы тебе не дисквалификация сделали. Ну, приходится, по-любому, я делаю, ну, в общем, не обращаю внимания, в общем, забываю локоть и голову забываю, и работаю. Руки, ножки, броски, все. А вот в ММА, вот против каких бойцов труднее всего биться? Ну, есть борцы, в основном есть те, которые панчеры, которые руками работают. Ну, вы, понятное дело, и занимались и борьбой, и боксом занимались, и муай-тай. Вам без разницы, с кем биться. Но с кем все-таки более неудобно. Я считаю, в основном там трудный бой будет с боксером, потому что у них руки хорошо поставлены. Когда будешь заходить, они конкретно будут встречать. От этого можешь шальной удар попасть, можешь в нокаут упасть. А с борцами можно и на земле побороться. Вот боксер же, казах же был, он, видели же бой. Он чемпион Казахстана, он еще мастер спорта по боксу. Очень хороший боксер. Ну, я с ним не стал уже биться руками. Я знаю, что он боксер, по-любому пару ударов, и мне конец как бы. Ну, я уже еще думаешь, как его обманывать, каким путем ты должен его выиграть досрочно. Ну, начал уже ногами уже как бы пинать все время. Он уже отвлекся уже, он ручки забыл уже. И в этот момент он сам не зашел в борьбу. И тут голову на тебе подарок. И взял и на удушку. На удушку взяли. Да. Вот так вот. Так что, как шахматы игровые, да? Ты должен всегда смотреть сопернику, как он работает. Надо первого раунда надо соперника надо смотреть. Изучить его. Изучить его Да. нужно. Посмотреть, как он двигается, как работает, как обычно. Потом к нему пристраиваться. Потом уже дальше прошло. Мы обычно делаем первый раунд так, тихо работаем, чтобы посмотреть, пусть он поработает, чтобы он устал. Потом второй, третий раунд взрываемся до конца, со всех сил. Отлично. А вот вопрос такой. Какого состояния на данный момент тайского бокса? Не бирманского, тайского бокса. Ну, вы являетесь выходцем, и вы тоже вот чемпион мира, вы тоже вот много титулов есть по тайскому уже боксу. В Кыргызстане какое состояние этого вида спорта? Очень хорошо. Очень хорошо. Сейчас у нее хорошая популяция есть. Вчера тоже, какое число? Когда у нас проходило соревнование во дворце спорта, когда отборочное было, и в это время у ИФМы было... У них такая тоже федерация, отборочный турнир по тайскому боксу. У нас в Кыргызстане на две федерации делится, ИФМА и ВМФ. Но больше всего ИФМА набирает популяцию. У них тоже более отборочный турнир на чемпионат мира. Пацаны тоже очень выиграли хорошо чемпионат мира. Ну, точнее, отбор прошли. Вот тоже у них тоже 4 или 3 мая будет чемпионат мира по тайскому боксу. У них тоже. Отлично. А вот какого шанса вот тайского бокса стать олимпийским видом спорта? Ваше мнение? Тайский бокс в олимпийский не входит. Я знаю, вот какого шанса вот вести его? По-любому, наверное, его не ведут, потому что он это Очень жесткий же вид спорта. Потому что там уже колени, все, рассечение, все, могут ногу сломать, руку сломать, там уже как бы серьезные травмы получается. Из-за этого они не пускают. Отлично. А у меня такой вопрос уже вот, по бирманскому боксу. Понятно, все мы должны жить, я думаю, на что-то и зарабатывать как-то должны. Вот сколько зарабатывает, например, вот боец по бирманскому боксу? Как он это зарабатывает? Может, какие-то вот, пояс взяли, например?
Что-то тоже выделялось по финансовой части уже? Да, у нас потихонечку сейчас в этом очень, конечно, смотрят. Касторса потихонечку уже начал уже смотреть. У нас А до только- этого вообще никак не смотрели, в общем, не оценивали. И нас теперь приглашают в Москву, Таиланд приглашают, В Бирму, Бирму. Сингапур. Уже Да. профессиональные уже бои уже там идут уже. Как бы тебе туда и обратно билет достают бесплатно. И плюс гонорар уже. Деньги уже нормально уже там. Платят очень хорошо уже. Ну, наш вид только начинает набирать популяцию. Вот в каком году то этот вид спорта В был? 2012 году. То есть открылся. довольно молодой вид спорта. Да, еще молодой, он только открылся. Он только открылся. 4 года. Да. Я знаю, что в странах СНГ этим видом спорта занимаются больше людей, чем вообще там, в Азии, в Бирме, там, ну, то есть в Мьянме сейчас она стала, и в Таиланде. Это правда? Да, конечно. И наши бойцы, они Сейчас наши лучше. бойцы очень хорошо продвигаются всем спортом. По кикбоксу, по рукопашному, по микс-файту, по ММА. И, в общем, очень хорошо развивается сейчас. Да, развиваются, Очень люди хорошо. развиваются, но государство этого внимания не обращает. Да, государство не смотрит на Да, это. как конечно. всегда. Не обращает, не поддерживает, как бы морально. Надеемся уже потихонечку, чтобы они будут помогать потихонечку. Ага, отлично. Вот такой вопрос, вот вы затронули тему популяризации этого вида спорта. Вот кроме проведения больших соревнований, вот, что еще нужно делать, чтобы этот вид спорта стал и еще популярнее? Ну, как спортсмен, скажите, пожалуйста. Ну, надо идти только вперед, всем тренерам участвовать, показать себя, и там уже дальше видно будет уже. Получается, как бы сразу чемпион не становится, как бы говорится, да. Но надо только участвовать на хороших турнирах, в Таиланд съездить, в Бирму. И, в общем, надо себя показать очень хорошо. Да. Уже он уже результат есть, уже чемпион мира, уже приглашение уже потихонечку уже Идут, да? идут, да, чемпионат мира. Теперь берем чемпионат мира, ну, потом дальше уже, может быть... А вот, кстати, вопрос. На чемпионате мира участвуешь уже среди взрослых, либо по юниорам еще? Не, еще пока по юниорам. По юниорам. юниорам. 16 лет. 16 лет у меня 16 сейчас. лет. Мгм. А вот с какого возраста начинается вот именно уже взрослый? Так, 18. по миксилат и бирманскому боксу 17 лет начинается, уже взрослые по мужикам уходят. А вот миксилат там с 17 до 40 лет обычно выходят мужики. Мгм. Ну, сейчас, я думаю, когда 17 мне в этом году исполнится осенью, думаю, поехать уже по мужикам выступать. Среди взрослых, да? Да, уже потихоньку. Мгм, Привыкать отлично. уже. А вот до какого возраста уже можно заниматься вообще этим бирманским боксом? Да, Либо нет ограничений вообще? да, до Это, 35, до 40, до 50. от Кто, тебя по зависит. желанию, по желанию. Желание по есть. состоянию, да? Да, желание есть. Да. Ну, я как бы, я думаю, уже 35 уже нормально, уже хватит уже. Хватит, да? Да, больше уже, там уже, натур количество тебе будет. Там уже очень жестко же. И такой вопрос, вот, а вас тренерская карьера еще пока не заинтересует? Теннис? Тренерская карьера? Тренерская. Как бы, вот, я работал тренером. 4 года в Москве работал, и у нас Карабалте тоже открыл. Чисто, потому что пацанам уже помогает. Наш кыргызстанский тоже. Бойцы тоже участвуют уже. Вот, открытие уже, пацаны мои уже выиграли уже. 6 золота, мои ученики уже. Мгм. Вы уже тренируетесь? Да, Сколько у уже вас ребят тренирую. есть? Ребята, в общем, много. Где-то 65, да? Где-то общее. 60-70 человек. Вот так, вот А, так. вот столько людей тренируют? Да, из них только 20-30 человек выходят, которые в себе уверены. Сначала все приходят, Мгм. ну, у кого есть желание, ну, у кого есть стремление, они остаются. Они остаются. Да. Вот хорошо сейчас. В Малайзию поедем, мы заодно там будем участвовать, тренеры, и заодно тоже. На One FC? Да, будем тренером работать, приглашать тоже. Сначала они пригласили, пригласили, типа, тренером работать, потом видно будет. Отлично. Вот, Бектур, есть у вас какие-то вот секреты вашего вот успеха? Вот, что нужно делать спортсмен, чтобы достигнуть, например, вот таких вот высот? Ну, высот, да.
ученики сперва приходят для себя заниматься. Мои ученики, да, были в Москве тоже. Они, конечно, боятся же родителей, тоже переживают, как бы психом не стали. Ну, как бы они... Я ребята смотрю, а если у них есть желание, чтобы дальше идти, да, помогаем, конечно, сперва потихонечку будем развивать. И уже их не дело уже. От них зависит. Отлично. А вот давайте вот как тренер уже, может быть, как спортсмен действующий, ваши напутственные слова молодым спортсменам, молодым ребятам, которые, может быть, сейчас, глядя на вас, захотели заняться бирманским, ну, либо даже, может быть, тайским боксом. Да, бесплатно, добро. Да, может, ну, где как, ну, я в основном сейчас в городе, а иногда, они тоже тренируют в Карабалте, в 12-м школе есть, в Манасе есть Карабалте, зал как бы. Помогаем, конечно, всегда зал открыт, и этот бесплатно тоже. Ребятам бесплатно. На всех доступ есть. Доступ есть, Отлично. Ну, давайте, уже у нас время подходит к концу, то подытожим нашу сегодняшнюю беседу. Ваши вот слова уже нашим зрителям. Зрителям? Да, давайте с вас начнем. Как бы сегодня еще праздник, да, как бы сказали? Да, праздник Я не знал, спорта. только что знал. Ну, в общем, с праздником спортсмены всем. В общем, тренируйтесь, как бы поднимайте наш кыргызстанский флаг всегда вперед, только Алга, да. И как бы, в общем, всем жителям, кыргызстанцам, ну, блин, только вчера на зубный ходил, болит очень сильно. Ну, ничего. Да, неудобно говорить. Я же не знал, что будет на прямой эфире. Как бы всем общий салам, и родителям салам алейкум, в общем, и тренерам. И мои сейчас все смотрят, моя семья. И жене будем. И жене большой привет. Теще и маме, папе, короче, братишкам. Всем, кто смотрит, в общем. Всем, кто вас знает и Да, не знает, да? И узнаете скоро потихонечку. Все узнают, Да, надеемся. надеемся. Ну и Алмаз, Ну, я хочу так поздравить всех спортсменов с сегодняшним днем. Ну, то, как Виктор Оке сказал, я тоже только что узнал, что сегодня день спорта. Я им желаю, чтобы они достигли своих целей, чтобы они воплотили в жизнь вот свою мечту, тренировались упорно. И главное, слушайте тренера, он всегда знает, что вам будет хорошо, что нет. Так и всему Кыргызстану салам алейкум. И своим родителям, и особенно своему тренеру говорю спасибо за то, что меня так воспитали, что меня вырастили так. Конечно. И кто меня не знает, кто знает, всем салам. ну, надеюсь, скоро уже вас узнают. Ну, а вам желаем успехов. Вам, в первую очередь, конечно, в One FC и в предстоящем чемпионате мира с медалями большое, золотыми, спасибо конечно. большое. Спасибо. Возвращайтесь и через уже несколько месяцев, я думаю, снова вернемся в эту же студию. в И таком же спасибо вам, составе. что от души, да, вот пригласили нас. Да. Не за что, не от за души. что. Дорогие друзья, это была программа «Арена». В прямом эфире у нас сегодня был гость Виктор Мангиев и Алмаз Замиров. Довольно интересная была беседа с представителями довольно экзотичного вида спорта, такого как бирманский бокс. Друзья, занимайтесь спортом, каким, неважно, главное, видите здоровый образ жизни. До новых встреч, пока-пока.